Оказывается, чтобы собрать самолет или ракету, не обязательно высшее образование. Мы находимся на самом настоящем аэродроме. Здесь проходит запуск летательных аппаратов, которые собрали сами школьники. Ребята из профильной смены «Время первых» направления ракетостроения на настоящей практике на аэродроме Первушино. Еще немного, и произойдет момент истины. Молодые инженеры, в теории изучившие орбитальную механику и бортовые системы в деле, испытывают свои летательные аппараты. Чем тебя так привлекает техника и ее создание? Ну, это очень интересный вид деятельности, как бы не столько интересно создавать что-либо, чем собирать. Как вы собирали эту ракету? Ну, это было очень сложно, потому что до этого момента у нас не было каких-либо знаний. И, получается, мы собирали как в первый раз без опыта. И получалось очень часто переделывать. Ну, и было очень много недочетов. Испытание состоит из нескольких этапов. До начала испытания ребята проходят инструктаж, ведь они на реально действующем аэродроме. При подготовке ракеты к запуску нужно учесть массу показателей. Направление ветра, температуру воздуха, влажность. Эти показатели влияют не только на запуск, но и на сам полет. Сколько вы конструировали такую ракету? Данную ракету мы конструировали около 3 дней, но в общей сложности у нас ушло чуть больше недели на постройку 3 ракет. Откуда вы брали чертежи? Половину чертежей мы делали сами, половину чертежей нам предоставила компания, которая выпускает готовые наборы для данных ракет. Запуск происходит моментально, это несоизмеримо с приготовлениями. Но каждый из конструкторов знает об этом. Им не обидно. Зато за неделю смены «Время первых» эти ребята смогли еще лучше прокачать свой инженерный талант и сделать крутой научный проект. Вот такие ракеты конструируют ребята в специальном техническом лагере. Лагерный отдых – это не только кричалки и тихий час. Иногда это выглядит так. Олег Саразов, Руслан Бикбаев, специально для Горы новостей.